Сегодня в республике более 140 молодежных волонтерских объединений. Численность активистов превышает 13 тысяч человек. С какими проблемами сталкиваются добровольцы, что тормозит движение нью-тимуровцев и требуется ли активистам дружеская рука власти? Об этом мы поговорили с руководителем Международного центра образовательных технологий Анной Фельдман. Иногородний эксперт оценил ситуацию с добровольцами в Коми. Анна, здравствуйте. Успели ли вы уже оценить обстановку добровольческих движений в нашей республике? Что можете сказать по этому поводу? Оценить, наверное, это будет громкое слово, но, по крайней мере, познакомиться с ребятами, которые занимаются этим, и услышать о тех сложностях, с которыми они сталкиваются, да, удалось и в свободные какие-то моменты неформального там кофе-брейков и в процессе работы, потому что сейчас второй день мы работаем с такой аналитической темой и сканируем и личную работу, и командную. И вот сейчас перейдем к организации с точки зрения анализа вот тех выявлений зон и проблем, которые существуют на данный момент. В нашей республике не так давно появилось новое движение, так называемые нью-тимуровцы, которые помогают пожилым людям абсолютно безвозмездно и без всякой огласки. Вообще, нужна ли эта огласка? Кому-то это может показаться нескромным. Споры на самом деле по поводу добровольчества и волонтерства, говорить о нем или это должна быть тайная вещь, идут очень давно. И споры в принципе о том, нужно ли узаконивать эту деятельность или оставлять ее на уровне спонтанства, наверное, вот тот краеугольный аспект, который не дает возможности до конца вылиться это в какие-то документы на уровне страны, которые могли бы отчасти регламентировать эту деятельность. Мне кажется, что здесь вопрос, почему это делают люди, зачем это делают ребята, чем они двигаются в своей работе. И здесь нужно просто разобраться с приоритетами. Что это? Это продвижение организации, которая занимает какую-либо нишу, да, там, в социальном волонтерстве, или это все-таки искреннее желание помогать людям, которое исходит из внутренней какой-то потребности. Это должно идти с детства. С маленького детского садика для того, чтобы приучать и развивать вот это внутреннее чувство помощи и о том, что ты являешься активным игроком в этой жизни. И ты участвуешь в ней по полной программе, разными способами. И волонтерство одно из них. Одна из главных проблем волонтерских движений в нашей республике – это разрозненность. Волонтеров нет места единого, где можно собраться, нет того, кто бы их собрал со всей республики. Это типичная ситуация? Конечно, она типичная. В общем-то, у нас в принципе с местами сложности по всей стране. За редким там исключением, когда действительно есть хорошие места и ребятам есть где собираться. Но мне кажется, что это не самая главная проблема. Мне кажется, что не хватает именно вот этой системы, которая начинается с подготовки кадров, которые занимаются волонтерами. Системы, которая бы помогала учить и готовить волонтеров к этой деятельности. И это тоже важно. Ты можешь работать с разными категориями, ты должен знать, как с ними работать. Как работать с инвалидами, как работать с пожилыми людьми, как работать с детьми, как работать с той же самой молодежью или с крайне ярыми болельщиками на спортивном мероприятии. Этому надо учить людей. А вот если говорить о несовершеннолетних, как их обезопасить, как их наградить? Ведь закона о добровольческих движениях нет, и, соответственно, закон это никак не предусматривает. Ну вот смотрите, вот в этом-то и все разногласие. О том, что, с одной стороны, узаконить деятельность не совсем корректно. Все-таки волонтерство – это внутреннее состояние человека. С другой стороны, должен быть какой-либо документ, который регламентирует деятельность общественных объединений, которые привлекают либо общественных, либо бизнес-структур, которые привлекают волонтеров на работу. Это не обязательно закон. Это может быть и отдельной частью в работе в законодательстве об НКО. О том, что если вы привлекаете на работу волонтеров, то, соответственно, вы должны соблюдать следующие правила. На универсиаде, например, были очень четкие правила, сколько человек может работать в зависимости от возраста. Да, если это несовершеннолетние ребята, то они не могут больше 4 часов заниматься волонтерской деятельностью, если мы говорим о мероприятийных, да, каких-то вещах. Я занималась очень долго организацией ребят для обслуживания чемпионата мира по биатлону, и очень многие ребята поработав, уходили работать в компании. И на мой вопрос одному из
представителей бизнес-структур, которые были спонсорами, спросила, говорю, вы почему так-то их берете? Он говорит, представляешь, если он работает так бесплатно, хорошо, как он будет работать, когда будем платить нормальную европейскую зарплату? Это ведь тоже показатель, когда человек может только потому, что у него есть интерес не денежный, а вот такая мотивация на получение опыта, насколько это играет в пользу самого человека. Спасибо вам. Вам спасибо большое.